Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Оно прошло на следующий день после того, как Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем продлении соглашения о сокращении добычи нефти. На нем обсуждались вопросы стабильности российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов на этом совещании сказал, что исполнение бюджета и имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства. Поручение президента по итогам послания Федеральному собранию – реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при устойчиво низких ценах на нефть. Министр энергетики Александр Новак на совещании отметил, что ситуация на нефтяном рынке, которая сложилась после Венской встречи, находится в пределах прогноза. По его словам, российская нефтяная отрасль сможет оставаться конкурентоспособной за счет своей ресурсной базы и достаточного запаса финансовой прочности при любом прогнозируемом уровне цен. Россия также способна сохранить свою долю на рынке. Федеральная антимонопольная служба России в свете падения курса рубля напомнила, что постоянно следит за ценами на ряд социально значимых товаров. В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейшие розничные сети в России, пояснили, что изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены производителей, что впоследствии приведет и к соответственному изменению цен в рознице. В Комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось. Проблем с точки зрения гособеспечения в связи с падением курса рубля быть не должно. Но в случае розничной торговли повышение цен в аптеках возможно, если валютные курсы будут повышаться или держаться на новом уровне длительное время. Говоря о лекарствах, в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы пояснили, что цены на препараты, которые входят в перечень жизненно важных, подлежат государственному регулированию и не могут быть выше предельных отпускных цен, зарегистрированных фармкомпаниями. Тем не менее, падение рубля может повлиять на стоимость товаров в России, считают эксперты. Цены на импортную продукцию поднимутся, в том числе из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Ослабление российской валюты приведет к увеличению стоимости одежды, обуви, мебели и, самое главное, различных гаджетов. Ожидается и физическая нехватка товаров, поскольку многие китайские предприятия по-прежнему стоят и уменьшили выпуск продукции. Придется везти товары из других стран, что приведет к росту цен. Также эксперты не исключают, что может произойти подорожание бытовой электроники, автомобилей и их комплектующих. Но мировая экономика из-за коронавируса может потерять порядка $2 триллионов. Европа в ближайшие месяцы войдет в рецессию, и эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики, пришли к выводу эксперты. Отмечается, что в этом плане очень хрупкой является экономика Германии. Испытывает потрясение и итальянская экономика. Из общей суммы потерь $220 миллиардов придется на развивающиеся страны, за исключением Китая. Самые тяжелые последствия испытают страны-экспортеры нефти и других товаров, которые потеряют более 1% в росте, а также те, кто хорошо изначально связан с пострадавшими государствами. Однако, считают эксперты, последствия не повторят кризис 2008-2009 годов, так как банки в нынешней ситуации находятся в более устойчивой позиции. И к другим темам. Пункты пропуска через границу России подключат к единой информационной системе, интегрированной с базами данных контролирующих госорганов. О необходимости создания такой электронной платформы заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы. По его словам, это позволит устранить излишнюю бюрократию на границе и упростит жизнь бизнесу. Единая для всех контролирующих органов электронная платформа станет основой для создания в России интеллектуальных пунктов пропуска. Это предусмотрено в стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2030 года, сообщил глава ведомства Владимир Булавин. Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут осуществляться в автоматическом режиме. Таким образом, товары, относящиеся к категории наименьшего риска, смогут перемещаться через границу без остановки. Для морских и авиационных пунктов пропуска эта технология уже находится в высокой стадии готовности. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.